Скоро за мной придут. История репрессированного алашардинца Хошмухамеда Кемингерова. В советское время многие политические деятели, общественные активисты и представители интеллигенции подвергались репрессиям. Лидеры партии Алаш одними из первых попали под жернова репрессий. Среди них был казахский писатель, ученый, журналист Хошмухамед Кемингеров. Хошмухамед Кемингеров родился 15 июля 1896 года в Баянаульском районе Павлодарской области. Происходит из рода Суюндык Аргын. Он был членом партии Алаш, само существование которой не устраивало большевиков. От всех участников движения начали избавляться в начале 30-х годов. Хошмухамед окончил в Омске казахско-русскую школу, затем учился в церковной школе в Омске. В 1913 году поступил в Омское сельскохозяйственное училище, окончил в 1915 году, член политического общества казахской молодежи «Бірлік» единство в 1914 по 1916 годах. Был редактором журнала «Балапан» в 1916 по 1917 годах. В апреле 1917 года в Акмоле вместе с Айкеном Сейфуллиным организовали казахский кинотеатр «Жас Канат». В том же году Кемингеров стал членом партии Алаш и активно участвовал в организации акмолинского филиала правительства Алаш-Орды. Принимал участие в проведении общеказахского съезда партии в декабре 1917 года в Оренбурге. В 1919 года по 1920 годах занимался преподавательской деятельностью и просветительством в Акмоле. В 1920 по 1927 годах работал редактором в газете «Акжол» и в журнале «Сана». Печатался в различных газетах и журналах, стихи «Жазғы тұрғын», «Бақ іздеген» и другие. Рассказы «Отаршылдардың ұсқыны» 1925 год, «Қанды толқын» 1926 год, «Золотой перстень» 1923 год, «Старое учение» 1927. Также Кемингеровым написаны труды по литературоведению, языкознанию и этнографии. Внучка Кемингерова Гульнар Кемингерова изучила историю своего деда. Она вспоминает, что Хошмухамед, или, как его называли друзья, Кошке, будто чувствовал тот день, когда за ним придут. «Мне, — говорит жене, — сон приснился. Я видел ветхую избу. Я туда зашел, в эту избу, и там увидел 3 маленьких светящихся окна. Это, — говорит, — мои дети, наши дети с тобой. За мной скоро придут. Ты, — говорит, — воспитывай их достойными людьми, но ты не жди меня», — рассказывает Гульнар Кемингерова. Кемингеров попал в первую волну репрессий деятелей Алаш-Орды. В 1930-м Кемингерова арестовали за политические взгляды. В 1932 году переведен в тюрьму для политических заключенных НКВД. Мужа арестовали. Она жена врага народа, и боялись с ней общаться. А впустил ее двоюродный брат, и он говорит: «Моя голова не дороже головы Кушке, так что я вам помогу». И действительно он помог, рассказывает Гульнар Кемингерова. В 1935 году Кемингеров был освобожден, повторно арестован 7 августа 1937 года, 21 ноября расстрелян в Омске как враг народа. Обвинительное заключение гласит:
Являясь выходцами из социально чуждой среды и входя в состав контрреволюционного центра националистической организации Алаш-Орды, вел активную вооруженную и пропагандистскую борьбу с советской властью. Подготавливали вооруженное восстание против советской власти, ставили конечной целью отторжение от СССР национальных республик и создание пантюркского государства.